Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Перемирие на востоке Украины провалилось. Полномасштабные бои между сепаратистами и украинской армией опять идут в районе Маринки. Работаю! Новые жертвы секс-скандала с участием министра культуры Казахстана. Еще две бывшие студентки публично обвинили его в сексуальных домогательствах. Депутаты парламента на стороне министра. Завтра напишут на любого министра, и что, значит, ему уходить в отставку, что ли? Тысячи кыргызстанцев впервые за многие годы устремились в соседний Узбекистан навестить своих родственников. До улучшения отношений пересекать границу разрешалось только в случае похорон. Мне пришла телеграмма с приглашением на свадьбу. Теперь планирую поехать на той в Андижан. Самый мощный российский авиаудар по восточному Алеппо. Одних гражданских погибло больше 50 человек. Слава Богу, пусть они будут живыми и здоровыми. Слава Аллаху! На Украине во время занятий обрушилось здание школы. В момент обрушения в ней находились сотни учеников и учителя. Оно как загремело, как будто поезд по коридору проехал. Начали парты подскакивать. Джеки Чан номер 2. Обычный китайский строитель исполняет невероятные трюки на строительной площадке перед началом своего рабочего дня. У него уже 1 миллион подписчиков в интернете. Пока остальные едят и поют в караоке, я всецело отдаюсь тому, что делаю. Перемирие на востоке Украины почти сорвано. На Донбассе снова идут тяжелые ночные бои между сепаратистами и украинской армией. Стороны сообщают об убитых и раненых. Съемочная группа нашей программы побывала в районе города Марьинка. Кадры, снятые журналистами, не нуждаются в комментариях. Работаю! Подожди, где-то работает Крупин где-то работает. Откуда снайпер, скажи, Юра? ДШК! Таджикистан первым среди постсоветских государств сформулировал национальную стратегию борьбы с радикальным исламизмом. В эти дни в Душанбе проходит международный семинар, на котором представители республики и неправительственных организаций обсуждают проблемы радикализма и новую стратегию. Что происходит на семинаре и какие еще вопросы были подняты, расскажет наш корреспондент Анушервон Арипов, который прямо сейчас находится на семинаре. Анушервон, здравствуйте. Здравствуйте, Динара. По данным Генпрокуратуры страны, из 1100 таджикских боевиков, воюющих в рядах исламского государства в Сирии и Ираке, 90% были завербованы по интернету, и 85% из них являются трудовыми мигрантами, которые вступили в ряды экстремистской организации в стране пребывания. 300 человек из этого списка уже были убиты в боестолкновениях. Эти данные были озвучены здесь, в ходе международного семинара гражданского общества. Здесь же Генеральная прокуратура Таджикистана представила проект национальной стратегии предотвращения и борьбы с насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущими к терроризму. Стратегия находится на утверждении у президента и в ближайшее время, скорее всего, будет принята. Стоит отметить, что Таджикистан одна из первых стран в мире, которая разработала подобный документ. Стратегия должна помочь с анализом причин развития экстремизма, с определением госполитики по отношению к экстремизму. Представитель Генпрокуратуры также отметил, что проект разработан совместно с представителями гражданского общества и ОБСЕ. Следуя духу недавно принятой резолюции Совета по правам человека, первый сегодня посвятили именно повышению правовой культуры общества и усилению правовой защищенности граждан. Поскольку сейчас и ученые сообщества, и международные организации уверены, что именно правовая защищенность человека может послужить для
усиление иммунитета общества от радикализации. В ходе семинара независимые эксперты настаивали на том, что силовые структуры страны не обладают достаточным профессионализмом и нарушают права человека в отношении подозреваемых в экстремизме и терроризме. Наши силовые структуры также не знают, чем заниматься. То есть, как правило, даже в советское время, когда спецслужбы и правоохранительные органы были очень хорошо подготовлены, они занимались своим делом. А у нас сейчас, кому не лень, занимаются и терроризмом, и экстремизмом, а охраной общественного порядка они не занимаются. Есть факты, когда при расследовании преступлений террористического характера были нарушены фундаментальные права тех, кто обвиняется в данном преступлении. При расследовании дел террористического характера необходимо соблюдать права человека. По мнению экспертов, уровень радикализации общества в республике растет из-за социальной несправедливости, бедности, низкого уровня религиозного просвещения и недостаточной работы госорганов. В Таджикистане ситуация обостряется еще и тем, что страна граничит с нестабильным Афганистаном, который, по мнению экспертов, является экспортером радикализма, насильственного экстремизма не только в Таджикистан, но и на весь регион. Многие участники встречи видят решение вопросов стабилизации обстановки в этой стране. Динара. Спасибо, Анушервон. В Казахстане продолжается скандал, связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы. Вслед за одной бывшей студенткой Казахской академии искусств министра культуры обвинили в сексуальных домогательствах еще 2 женщины. Они также утверждают, что Мухамедиулы, когда был ректором академии, вымогал у них деньги и делал непристойные предложения. За казахстанского министра культуры заступились депутаты парламента. Ими даже высказывается мнение, что это специально спланированная кампания против Мухамедиулы. Некоторые депутаты посоветовали ему обратиться в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство. Есть же презумпция невиновности, правильно же? Есть это или нет? Ну, завтра напишут на любого министра, и что, значит, ему уходить в отставку, что ли? Это уже похоже на травлю. У нас сегодня это стало такой фишкой, наверное, да, что любой человек сейчас может обвинить, что 5 лет тому назад или 10 лет тому назад что-то, и если это все без доказательной базы, можно оговорить любого человека. Это тоже нужно с этим очень осторожно. Все это регламентировано законом о государственной службе, и в соответствии с этим законом каждый госслужащий обязан в случае клеветы, в случае того, что не распространяются недостоверные сведения, обращаться в суд. Судя по тому, что по последним данным министр обращается к услугам адвоката, я думаю, что здесь имеет место и правосудие. На границе Кыргызстана и Узбекистана столпотворение. После того, как власти обеих стран договорились о смягчении пограничного режима, тысячи кыргызстанцев устремились в соседнюю республику навестить своих родственников, которых не видели по многу лет, поскольку раньше съездить в Узбекистан можно было только имея на руках похоронную телеграмму. Репортаж Шавката Тургаева с кыргызско-узбекской границы. Уже несколько дней на контрольно-пропускном пункте Достук, что на кыргызско-узбекской границе, яблоку негде упасть. Люди узнали, что теперь попасть в Узбекистан стало намного проще. С самого утра они стоят в очереди, чтобы в первый раз за долгое время навестить своих родственников. Многие годы жители 2 стран не могли просто так навестить родных. Им приходилось писать в телеграмме о похоронах, чтобы перейти границу. Сейчас стало легче. Пропускают через границу теперь не только с приглашением на похороны. Отныне к своим близким кыргызстанцы смогут отправиться, чтобы погулять на свадьбе или тое. На то или другие праздники мы попасть не могли. Теперь нам разрешено и посещение торжеств. Мне пришла телеграмма с приглашением на свадьбу. Теперь планирую поехать на той в Андижан. Если раньше границу ежедневно переходили до 300 человек, то сейчас более 1000, говорят пограничники. Подобные послабления стали возможны после недавнего визита кыргызской делегации в Андижан. Тогда вице-премьеры Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. Раньше границу нельзя было пересечь, если у тебя на руках было приглашение на свадьбу или свидетельство о заключении брака. На сегодняшний день на основании этих документов уже пропускают людей через границу. Послабление на границе можно расценивать как позитивный итог встречи кыргызских и узбекских чиновников. Руководство Кыргызстана и Узбекистана подписало соглашение. Людям стало легче. Как бы там ни было, мы без усилий проходим через границу. Процедура упрощена. За это спасибо. Нельзя сказать, что границы буквально распахнуты. Система Telegram до сих пор не отменена. А вот грузоперевозчики до сих пор вынуждены терпеть неудобства. Водителей фур с кыргызскими паспортами в Узбекистан не пропускают уже давно.
За кругленькую сумму им приходится нанимать казахских или российских коллег. Из-за границы мы не можем заезжать в Узбекистан, чтобы поехать спокойно загрузиться, посмотреть, какой товар грузят нам. Приходится водителя нанимать. Водителю платим $200. $200 платим, еще ему на еду даем деньги. Короче, граница обходится очень большие деньги. Предприниматели надеются, что в скором времени на их проблемы власти тоже обратят внимание и договорятся с узбекской стороной о взаимных послаблениях. Шавкат Тургаев, Эрнис Нурматов. В настоящее время. Город Ош, Кыргызстан. Далее в программе. Самый мощный российский авиаудар по восточному Алеппо. Одних гражданских погибло больше 50 человек. Слава Богу, пусть они будут живыми и здоровыми. Слава Аллаху! На Украине во время занятий обрушилось здание школы. В момент обрушения в ней находились сотни учеников и учителя. Оно как загремело, как будто поезд по коридору проехал. Начали парты подскакивать. Джеки Чан номер 2. Обычный китайский строитель исполняет невероятные трюки на строительной площадке перед началом своего рабочего дня. У него уже 1 миллион подписчиков в интернете. Пока остальные едят и поют в караоке, я всецело отдаюсь тому, что делаю. По восточной части сирийского Алеппо нанесен самый мощный авиаудар за все последние недели. Как утверждают сирийские правозащитные организации, одних только гражданских лиц погибло более 50 человек. Рейтер со ссылкой на повстанцев сообщает, что бомбежку осуществили именно российские самолеты. Предположительно, это видео тех самых взрывов и их последствий. На кадрах из социальных сетей сирийских радикальных повстанцев видны и убитые боевики, и гражданские лица всех возрастов. Среди пострадавших много детей. Жители района Алеппо, по которому был нанесен удар, пытаются найти своих родственников среди убитых и раненых. Вот они, слава Богу, это все ваши. Да, это все, это мой внук. Слава Богу, пусть они будут живыми и здоровыми. Слава Аллаху. Вы видите, что в числе убитых дети и подростки. Некоторых выживших при бомбежке спасателям удалось достать из-под развалин, как этого 10-летнего мальчика. С требованием немедленно остановить бомбежки Алеппо выступил в английском парламенте глава МИДа Великобритании Борис Джонсон. Вслед за своим французским коллегой он обвинил Россию в военных преступлениях и заявил, что именно Россия уничтожила гуманитарный конвой ООН. Спутниковые фотографии, имеющиеся в открытом доступе, указывают на то, что нападение было осуществлено с воздуха и в темноте. Согласно заявлениям самой России, у войск президента Сирии Башара Асада нет возможности осуществлять нападения в темноте. Все свидетельства указывают на Россию. Также Борис Джонсон призвал пикетировать российские посольства по всему миру. Из Москвы немедленно пришел ответ, который озвучили генералы российского генштаба. Всякий раз вместе с шаблонными заклятиями слышим то о показаниях свидетелей-волонтеров, оказавшихся потом боевиками нусровской группировки, затем о неких имеющихся в американской разведке бесспорных доказательствах, которые вскоре лично дезавуировал в американском конгрессе председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Данфорд. Теперь же в амплуа резонера на сцене блещет Борис Джонсон, узревший с опозданием на месяц вину России после рассматривания неких находящихся в открытом доступе спутниковых фотографий. Господин Джонсон, так может откроете этот открытый доступ и покажете эти фотографии кому-нибудь еще? Между участниками предстоящего наступления на иракскую столицу ИГИЛ, город Мосул, похоже, возникли серьезные противоречия. Правительство Ирака в категорической форме потребовало от Турции немедленно вывести войска с севера страны. В ответ президент Турции Эрдоган разразился проклятиями в адрес иракского премьер-министра и заявил, что турецкая армия будет принимать участие в штурме Мосула, кто бы там что ни говорил. Этот иракский премьер, он лично оскорбил меня.
Вы слышите? Вы мне не ровня, и ваши крики и вопли в Ираке для нас ничего не значат. Мы будем делать только то, что считаем нужным. Кто он такой? Премьер Ирака? Знай свое место, премьер Ирака. Сначала они просили помочь нам войсками, а теперь они требуют, чтобы мы убирались. Кто они такие? Турецкая армия не будет слушать эти приказы. О решении начать наступление на Мосул руководство антитеррористической коалиции объявило на прошлой неделе. Эксперты считают, что скандал между союзниками перед началом штурма Мосула связан с недоверием между Ираком и Турцией по курдскому вопросу. В Ираке опасаются, что Турция договорится с курдами, которые являются основной ударной силой этой операции. И после захвата города весь север Ирака отойдет под турецкий контроль. Турция же подозревает Ирак в попытке создать независимое курдское государство на севере Ирака. В украинском городе Васильков во время занятия обрушилась местная школа. Все ученики и учителя находились в момент обрушения внутри здания. Теперь чиновники убеждают общественность, что здание школы было в идеальном состоянии и ничто не предвещало катастрофы. С подробностями Юлия Горичева. 12-летний Паша пришел сегодня в школу, но не на занятия, а просто посмотреть, что от нее осталось. Вчера, когда здание рушилось, он был на уроке. Оно как загремело, как будто поезд по коридору проехал. Начали парты подскакивать. Учительница хотела открыть дверь, а ее как отбросило, что она так и на полу и села. Потом туман повалил из пыли, все начали бежать. Бежать было сложно, потому что из-за этого тумана ничего не было видно. Спотыкались, ноги подворачивали. Стена рухнула буквально за 10 минут до окончания урока. Посмотрите, вот эти двери на первом и третьем этажах – это входы в класс. Бетонные перекрытия упали буквально перед самым порогом. Если бы инцидент случился на перемене, все могло бы закончиться по-другому. Тех, кто был в классах, спасатели эвакуировали через окна с другой стороны здания. А потом до поздней ночи разбирали завалы, чтобы убедиться, что никого под ними нету. Директор, который возглавляет школу уже 37 лет, говорит, даже и не подозревал, что со зданием не все в порядке. К 1 сентября школа прошла городскую проверку, как и остальные учебные заведения, и не получила никаких замечаний. Это он сказал журналистам, а вот с заместителем министра образования поделился другой информацией. Он рассказал о том, что предыдущий директор, который принимал строительство, якобы не хотел подписывать акт выполненных работ, потому что были некоторые недостатки в строительстве этой школы. Но это было много лет назад, и нужно было срочно сдать, отчитаться, поэтому насильно он этот акт выполненных работ подписал. Настоящие причины обвала через 3 дня пообещала огласить комиссия, которая расследует инцидент. До понедельника дети на вынужденных каникулах, а потом их распределят учиться в соседние школы, пока 6-ю будут ремонтировать. Мой ребенок сейчас в шоке. Она сказала, что не пойдет больше ни в какую школу учиться. Родители обеспокоены не меньше, чем дети, ведь остальные школы Василькова, уверяют, тоже не в идеальном состоянии. Посмотрите, какая трещина. И бумажки туда запихивают. Идет до самого низа. И фундамент начинает портиться. Посмотрите теперь на другой угол. Тоже трещины. Их цементом замазывали. Вон как треснуло, доверху. Дети Максима и Татьяны учатся вот в этом одноэтажном здании постройки 40-х годов. Основной корпус 7-й Васильковской школы рядом. Но туда все не помещаются, поэтому младшие классы учатся здесь. Но все переживают, чтобы не было такой трагедии, как случилось в 6-й школе. Да, это здание невысокое, но одноэтажное, но достаточно, чтобы на такого ребенка упала эта крыша. А это завуч этой школы. Ей очень не понравилось, что мы снимаем здание, которое покрылось трещинами. Утверждает, не один раз уже показывали их местной власти. И что они вам говорили? Ждите. И хоть перед началом учебного года все детские сады и школы прошли плановые проверки, их проинспектируют снова. Так распорядился премьер-министр. Только вот родители в замешательстве. Какой смысл эти проверки имеют, если после них в таких вот школах разрешают учить детей и дальше? Юлия Горичева, Артем Михайлов, Васильков, Киевская область. Программа «Настоящее время». После того, как южнокорейский гигант Samsung Electronics сообщил об экстренном изъятии самовозгорающихся смартфонов Galaxy Note 7, его акции подешевели на 8% только за один день. Компания уже потеряла $17 миллиардов.
Владельцы Galaxy Note 7 стали сообщать о самовозгораниях этого непромокаемого смартфона фактически сразу же после начала его продаж в августе. Некоторые авиакомпании даже запретили пользоваться этой моделью в полете. Samsung объявил о массовом отзыве проданной партии смартфонов. В октябре продажи восстановились, но и новые телефоны модели Note 7 продолжили самовозгораться. В ходе начавшегося расследования предварительной причиной назвали дефект аккумуляторов. Аналитики считают, что Samsung может полностью отказаться от выпуска модели Galaxy Note 7, чтобы минимизировать финансовые и репутационные риски. Компания Samsung обратилась к своим партнерам по всему миру с просьбой прекратить продажу и обмен смартфонов Galaxy Note 7. Такое сообщение появилось во вторник на официальном сайте производителя электроники. Владельцев Galaxy Note 7 просят отключить устройство и полностью перестать ими пользоваться до окончания официального расследования недавних инцидентов, связанных с этой моделью. Новые смартфоны Samsung появились в продаже в августе. Спустя несколько недель многие владельцы Galaxy Note 7 стали сообщать, что их устройства взрывались или самовозгорались. Компания объявила о массовом отзыве телефонов. Предварительной причиной инцидентов назвали производственный дефект аккумуляторов. Тем, кто уже купил смартфоны, Samsung пообещал заменить их на новые. В октябре продажи Galaxy Note 7 возобновились, однако вскоре появились сообщения о самовозгорании уже новых телефонов, считавшихся безопасными. Многие крупные авиакомпании вернули запрет на использование этой модели во время полета. Поклонники Samsung в Южной Корее разочарованы новостями о смартфонах. То, что компания останавливает продажи Galaxy Note 7 из-за взрывающихся аккумуляторов, сильно усложняет восстановление репутации бренда, даже если они выпустят новый смартфон. Я как раз собирался купить эту флагманскую модель, представленную Samsung, и теперь я очень разочарован ее низким качеством. Надеюсь, компания устранит дефект и возобновит продажи. По мнению финансовых аналитиков, проблемы с Galaxy Note 7 обойдутся южнокорейскому производителю электроники в $17 миллиардов. По их словам, Samsung может полностью отказаться от выпуска этой модели, чтобы минимизировать финансовые и репутационные риски. Больше 1 миллиона подписчиков собрал в интернете 23-летний строитель из Китая. Он начал записывать разнообразные гимнастические упражнения, которые он выполняет на рабочем месте. Их эффективность признали даже профессионалы. Подробности в репортаже Рейтер. Каждое утро Ши Шэньвэй из Китая завтракает и идет на работу. Еще недавно 10-часовая смена на стройке выматывала его. Теперь 23-летний Ши радостно забирается вверх по лесам. Год назад он придумал, как разнообразить рутину. Ши разработал серию физических упражнений. При этом никакая экипировка ему не нужна. Для занятий подходят все доступные на рабочем месте средства – кирпичи и элементы конструкций. Тренировки Ши в обеденный перерыв снимают на видео его товарищи по стройплощадке на мобильные телефоны с разных ракурсов. Получившиеся ролики гимнаст-любитель выкладывает на веб-сайт. Где бы я ни работал, я чувствовал себя изможденным. Это было невыносимо. Я решил изменить свою жизнь. Посмотрел какое-то видео тренировок в интернете и подумал, что тот парень делает отличную штуку. Я вообще интроверт, редко общаюсь с людьми, так что я могу полностью сконцентрироваться на своих желаниях. Пока остальные едят и поют в караоке, я всецело отдаюсь тому, что делаю. Среди коллег Ши много родственников. Они считают, что он не похож на большинство людей. Дядя молодого гимнаста – прораб на стройке. Можно сказать так, спорт – это хорошо, помогает держать тело в форме, но заниматься этим на стройке почти нигде такое не разрешат. Но он мой племянник, я его понимаю и позволяю ему это делать. Другие бы на моем месте не стали, это слишком опасно, но мы же родственники. Сейчас у Ши больше 1 миллиона подписчиков. Он получил признание профессиональных гимнастов и бодибилдеров. А китайские шоу талантов регулярно зовут его в эфир. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.